Отношение Кадырова и его семьи к субкультуре поп-ММА, которая вообще родилась случайно, просто лишь потому, что у людей в России был некий голод по боям без правил, менялось. Оно изначально было нейтральным, потом они были заинтересованы, потом с этого даже хотели получать деньги. Они перешли на стадию того, что хотя бы будут получать информационные дивиденды, что это будет их как-то популяризировать и чистить немного их карму через то, что вот они будут поддерживать каких-то сильных спортсменов. Но в том числе никаких сильных спортсменов у них тоже не родилось в этом ПМА, и теперь они решили это просто запретить, сказав, что вот это не соответствует канонам ни ислама, ни чеченским традициям, так как они считают себя самыми первыми блюстителями этих порядков. Но я считаю, необходимо тут начинать с себя, и Кадырову, и его сыновьям, и его дочерям, какими бизнесами они занимаются, насколько они соответствуют чеченским традициям и исламским канонам, какими делами они, как они вообще пришли к власти, и что на сегодняшний день они творят с людьми в Чечне.